Первоначальные контакты эллинов с таврами, вероятно, начались до того, как были основаны колонии. И более того, они должны были стать относительно терпимыми. Потому что первые отклики о таврах местном населении горно-лесного Крыма и побережьем населения Крыма у эллинских источниках очень неблагоприятные. Дескать, это очень грубый, варварский народ, живущий там в каких-то деревнях, промышляющий пиратством, причем таким пиратством, что разбирали греческие корабли буквально до последнего гвоздя, и которые приносили жертвы из захваченных пленных в какому-то своему божеству, которое эллины называли дева, в смысле девушка, женщина там непорочная и так далее, сбрасывая их со скалы и всякие такие ужасы творя. То есть эллинский взгляд на тавров совершенно понятен первоначальный. Но объективности ради я должен сказать несколько вещей. Во-первых, кто такие тавры, откуда это слово? Кто такие тавры в этническом смысле, как они выглядели антропологически, на каком языке говорили, был ли это один народ, или это были разные какие-то племена, живущие на побережье в Крымских горах, до сих пор идентифицировать почти невозможно. Потому что тавры – это не, собственно, таврское название. Они себя так не называли. Это греческое название. Причем название тоже абсолютно прагматическое. Вот до сих пор в Малой Азии, в районе известной всем Анталии, других турецких курортов на южном побережье, существует горный хребет, который называется Таурус. И что такое Таурус? Это горы. Это горы и все. Поэтому в Крыму, собственно говоря, без всяких сомнений, когда эллины высадились в Крыму и эту часть назвали Таурус, горы, опять-таки, а жители Таурус тоже, с особенностями эллинского языка связано, то есть жители гор, горцы, все. Кто же они были на самом деле этнически, тут можно предположить разное. Во-первых, Крым очень близок к Кавказу. И горно-лесной Крым, конечно, очень похож на Северный Кавказ. Поэтому совершенно не исключено, что через Керченский пролив какие-то кавказские племена могли проникнуть и поселиться в этой части, которая им очень была похожа, близка по тому ландшафту, к которому они привыкли, способам хозяйствования. Во-вторых, как ни странно, возможно, кельтская версия происхождения тавров, потому что до римских завоеваний большая часть Европы была заселена кельтами, и уже есть археологические находки, которые подтверждают присутствие кельтов в Румынии, а это уже совсем близко от Крыма, в Дакии той поры. Но некоторые памятники материальной культуры тавров, такие как так называемые менгиры, то есть каменные столы, и разные другие каменные сооружения, они очень напоминают памятники кельтской культуры. С другой стороны, кельты не были единым народом. Это было даже не всегда союз, а скопище очень воинственных, упорных племен, которые оказали серьезное сопротивление римлянам, но большинство которых было истреблено римлянами. И, по сути говоря, потомки кельтов остались только на побережье Франции, это вот как раз Бретань, и в Ирландии, ирландцы преимущественно потомки кельтского населения, и часть Великобритании, Уэльс, кельтскую кровь имеют также шотландцы в своем составе, которые, не в чистом виде кельты, там тоже все сложно. Таким образом, возможно, что и кельты присутствовали в Крыму или какая-то их часть. Это мог быть кто-то еще, конечно. К сожалению, за исключением некоторых географических названий и названий божеств там отдельных, памятники таврского языка не сохранились. Причем надо понимать, что многие языки той поры, о которых мы судим, они пришли к нам не в том виде, как они существовали, а в пересказе, в переписи и в транскрипции, в фонетике эллинского языка. То есть, можно с высокой степенью предположить вероятность, что это искаженные названия. Они звучали не так, как содержится в эллинских источниках.
Так вот, что можно сказать вот о поведении тавров? Ну, во-первых, если эллины пытались первоначально высадиться в Крыму с целью грабежа, когда пустим аргонавтов в Колхиде, да, что очень вероятно, потому что это было типично для тех времен, сделать набег, захватить рабов и так далее, то кому же это бы понравилось? Что касается жертвоприношений, то как-то эллины умалчивают, что в первой половине первого тысячелетия до нашей эры, подчеркиваю, до нашей эры, эллины сами приносили человеческие жертвы. В Олимпийском пантеоне это установленный исторический факт. Просто к моменту уже появления в Крыму эта традиция отмерла у эллинов. Ну и относительно пиратства. Вот тут я должен обратить внимание, что это как раз фактор природно-географического положения Крыма. Если в эту эпоху уже в значительной части Евразии, в том числе вокруг Крыма, была так называемая эпоха бронзы, то в Крыму бронза вне эллинов и до эллинов, ну, практически, наверное, не появлялась. Почему? А что такое бронза? Бронза – это сплав меди и олова. Для того, чтобы у тебя была бронза, у тебя первый путь – найти медь и олово и сплавить их. А где они в Крыму? Их не было и нет по сей день. Либо второй – получить их откуда-то извне. И вот отсутствие бронзовых орудий, но присутствие каменных, оно в значительной степени сказывалось и на разных других вещах. Хотя в горно-лесном Крыму было достаточно древесины, там строевые сосны и всякое такое. Вы попробуйте каменным топором или скребком срубить достаточное количество леса для того, чтобы построить деревянный дом. Тем более укрепления. Да еще потом разделать эти бревна на доски, да, которые необходимы, и разного рода деревянные изделия. Но это только полдела. Когда эллинский корабль в силу каких-то причин, то ли в результате военной схватки, то ли в результате кораблекрушения, попадает в руки тавров, ну послушайте, это же готовый гипермаркет. Там тебе и доски, там тебе и стулья, там тебе и действительно до последнего гвоздя бронза. Вот это замечание, что тавры разбирали корабли до последнего гвоздя, не жгли, обратите внимание. Ну, конечно же, бронзовый гвоздь – это же почти готовый наконечник стрелы или копья. Такого фантастического материала, которого в Крыму, ну, просто нет. Поэтому поведение тавров здесь совершенно объяснимо. Но что касается грабежей, я не думаю, что они были односторонние. Но это к чему еще и ведет? Это ведет к тому, что вряд ли, по крайней мере в Херсонесе, потому что нынешний Керчь, Пантикопея, Босфор, другая эллинская колония, Милетская колония на проливе, она удалена от территории расселения тавров, там на 100 километров более того, поэтому тавры ее, в общем-то, не контролировали, там можно было относительно безболезненно как бы высадиться. Но в Херсонесе, окруженном горами и лесами со всех сторон, высадиться безболезненно со скотом, с детьми, с женщинами, со стройматериалами и начать строить город, конечно, при таких отношениях было невозможно. Видимо, прошел какой-то период, я другого объяснения не нахожу, когда вот эти враждебные, взаимные какие-то набеги и нападения сменились тем, что кому-то пришло в голову, возможно, эллинам, у которых был хороший опыт, что вместо того, чтобы драться с таврами или пытаться захватить из них рабов, лучше начать торговать, потому что тавры на самом деле были очень заинтересованы в тех товарах, тех ресурсах, которыми они не располагали. Это прежде всего обработанное дерево, это бронза, это стекло, это орудие труда из металла и так далее. Это ткани. Опять-таки, если говорить о тканях, в чем ходили тавры? В чем они вообще физически могли ходить? Три варианта. Ну, от первого не осталось ничего, но известно, что народы примерно этого уровня технологий пользуются такими. Это ткани из растений.
Есть народы, которые их из крапивы делают, но в Крыму ее достаточно. Есть, которые из льна, но с льном очень большая процедура, и вопрос, сколько ты там должен вырастить льна, чтобы сделать из него ткань. Это шерсть, которая, конечно же, была, которую наверняка научились обрабатывать, там, вязать из нее что-то. И это шкура и кожа. Хлопок? Нет. Шелк? Нет. Даже лен очень сомнительно, потому что он требует больших посадок. Поэтому, разумеется, грекам было что предложить таврам, после того, как бы изменился взгляд на вещи. И, разумеется, тавры были теперь уже заинтересованы не в том, чтобы воевать греками и бросать их со скал, а в том, чтобы разрешить им поселиться, открыть здесь порт и иметь постоянную торговлю. А чем это было интересно эллинам? Да тем, что поставлялись те же самые кожи, тем же, что было мясо, возможно, молочные продукты какие-то. И самое главное, тем, что тавры допустили само поселение и допустили возможность возделывать землю вокруг этого поселения. Хотя отношения полностью мирными, конечно, никогда не были, особенно учитывая, что и власть в Херсонасе периодически менялась, и они попадали в зависимость от одного, от другого, и от каких-то конкретных там конъюнктур исторических зависели. Да и тавры, скорее всего, не имели централизованного управления, поэтому одно племя могло быть в мире с эллинами, сотрудничать с ними, а другое могло совершать набеги или там еще что-нибудь. Ну, для той поры это было достаточно характерно. Что еще можно сказать о таврах? Тавры, судя по всему, как минимум в традициях, в культуре, восприняли нечто от культуры в Крыму, которая называется кимиабинская. Кимиаба – это пещера. Она опять-таки ничего не говорит о том, кто ее населял, но это были уже кроманьонцы, это были люди современного типа, не неандертальцы, которые пользовались каменными орудиями, как раз кремниевыми. И, разумеется, кимиабинцы не могли быть многочисленным народом, потому что в дотаврскую эпоху, когда еще возделывание земли было недостаточно таки продуктивным и эффективным, жизнь сводилась к охоте и собирательству, к рыбной ловле, то опять-таки вопрос, сколько в Крыму водится таких животных, чтобы там сотни или тысячи людей могли охотой на них жить здесь годами. Не так-то все просто. Опять-таки попробуйте поживите в пещере, просто поживите в пещере, где нет отопления, туалета, воды и всякое такое. Сколько людей там может более-менее, даже не комфортабельно, но просто прожить. Продолжительность человеческой жизни в ту эпоху, по разным оценкам, в среднем достигала 40 лет. Как вы понимаете, это по нынешним меркам очень мало. По сути говоря, к 16-20 годам люди достигали возраста, когда женщины могли забеременеть, родить, выкормить и выносить там 3-4 детей. Причем в ту эпоху дети питались грудным молоком до 3-4 лет. А пока женщина кормила грудью, она не могла по понятным причинам родить другого ребенка. Поэтому рождаемость, она не была тоже уж очень большой, несмотря на отсутствие средств предохранения. Кроме того, высока была очень детская смертность. Поэтому, по сути говоря, 20 лет уходила жизнь человека на его созревание, становление взрослым, и 20 лет на рождение детей, а к 40 годам это все настолько уже становилось сложно, что человек умирал. Но речь шла не только о физиологии, речь шла о духовной культуре. Это было двухпоколенное, по сути говоря, общество. Общество, в котором не было дедушек и бабушек. Когда дети знали своих родителей, но практически не успевали пообщаться с родителями своих родителей. И это тоже накладывало свой отпечаток. То есть знания передавались в виде какого-то практического обучения или устных рассказов. Письменности еще не существовало, но и устные рассказы были очень обрывочные и так далее. И как раз переход от кимиабинской культуры к таврской характеризуется и тем, что потом стали называть каменными ящиками тавров. Каменные ящики – это такие небольшие сооружения, ямы, как правило, в земле, иногда надземные сооружения, иногда часть находится в земле, иногда и часть над ней, выстланные камнями и покрытые камнями.
Эти каменные ящики тавров очень известны, они очень распространены в Крыму. Некоторые из них, развалины от них, остатки от них, ошметки от них есть даже на территории Симферополя, на улице Гавена, допустим. Вот. Некоторые пещеры там в районе Луговой есть и так далее. И они производят действительно загадочное впечатление. Почему? Потому что, ну как так? Вот в ту эпоху, когда не было металла и прочего, вдруг сооружается такой каменный короб, ну там метра на 1,5, в глубину там где-то, да, и в нем там разные изделия, каменные изделия и много очень костей, скелетов, ну могила, очевидно, которая говорит и в том числе о верованиях тавров, то есть веру в загробную жизнь, то, что это тогда очень распространенная религия, или верование не у одного народа, которые передают там и горшки, и рыболовные крючки, и всякое такое. Иногда туда животных кладут вместе. И эта могила используется неоднократно, потому что считается, там иногда и по несколько десятков скелетов находят, потому что считают, видимо, люди той эпохи, что умершие продолжают жизнь в загробном мире, им этому все пригодится. Но сам по себе вот этот каменный ящик откуда? А давайте додумаем. Если речь идет о загробной жизни, где там наконечники, скребки, топоры, даже иногда животных кладут, там, следующих родственников, то что такое этот самый каменный ящик? Да очень просто, это дом. Это загробный дом, это не могила в нынешнем понимании, это дом, в котором умерший будет жить. Это много говорит о реальных домах тавров. То есть, здесь очень интересная преемственность между жизнью в пещере, которая состоит, ну, собственно говоря, ниша в камнях, да, какое-то углубление и так далее, и последующие там дома. Тавры жили в землянках, то есть в жилищах, которые частично углубляли землю, над ними возводилась какая-то там крыша там из чего-то, из веток там, а стены выкладывались камнями, что, ну, какую-то чистоту позволяло поддерживать, укрепляло там теплоту, причем это были и жилища, и хранилища, и помещения для скота. Вот этот переход в таврские землянки, собственно говоря, он и говорит о том, как появился этот культ, потому что каменные ящики — это продолжение, это та же самая землянка, но для умершего.